Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Политическая жизнь самого крупного региона нашей страны всегда была и остается активной. В сентябре прошлого года якутяне сделали свой выбор, и депутаты Государственного собрания ИЛТМН уже могут подвести небольшие итоги своей деятельности. Наш сегодняшний гость – народный депутат Госсобрания региона Николай Бугаев, с которым мы поговорим о задачах на ближайшие 5 лет, а также обсудим основные проблемы, которые ставят перед депутатским корпусом жители региона. Добрый вечер, Николай Дмитриевич. Добрый вечер. Ну, давайте начнем нашу программу с ответа на вопрос. Вот как проходила ваша избирательная кампания, какие наказы вы получили от жителей региона, ну и как сейчас действуете в Госсобрании? Ну, для меня вот эта кампания избирательная была первой. Очень интересно было участвовать в этой кампании. Вот, вложено столько сил и средств, времени. Вот не только меня, но и моих единомышленников, общественников нашего города. Вот, и мы вместе работали и добились вот такого результата. Я теперь являюсь народным депутатом Республики Саха-Якутия. Вот, и сейчас вот вместе с городскими властями, городскими депутатами вместе работаем. Вот, ну, вопросы ставили жители у нас весьма разнообразные. В основном это вопросы по благоустройству. Вот, ну, в наш набережный округ входит 203-й, 202-й микрорайоны. Это вопросы и по строительству вот, набережной имени Романа Дмитриева, который должен уже закончиться в этом году. Вот, вопросы по улице Ефимова, который является одним из источников пыли, наверное, да, многие асфальт, знают. там да, и хотелось бы, чтобы появился. Да, здесь работа тоже ведется. Вот, мы, например, сделали общее совещание с властями города, Якутэнерго, у которого есть там объект, и с депутатами, чтобы вот этот объект перенести. Вот, ну, у города, понятно, средств не так много, поэтому вот Якутэнерго, оно должно само за свой счет перевести. И у нас будет дорога вот Ярославского, Ефимова, будет прямой участок. Вот, к этому, вот, например, ну, один из таких, можно сказать, маленьких итогов пока предварительных. Вот. Ну и то, конечно, будет, когда будет дорога. Вот. Ну и это детские площадки. Очень ставят вопросы наши жители. Вот. Вопросы экологии тоже стоят перед нашей республикой. Сегодня как раз у нас был парламентский правительственный час в Госсобрании. Вот, говорили о пожароопасном сезоне. Вот, какие прогнозы? Прогнозы, к сожалению, не самые хорошие. Вот, температурный режим будет похож на 2021 год, когда у нас вся тайга горела. Средства выделены на уровне 2022 года. Вот, а земель, которые мы должны охранять от пожаров, стало на 40% больше. Вот. Ну, если раньше не смотрели за ним, сейчас надо смотреть. То есть получается, что средств, как всегда, тоже не хватает. Поэтому здесь вопросы стоят. Ну, определен у нас перечень 461 населенных пунктов, которые могут, есть опасность пожаров. Вот, я поставил вопрос на том, чтобы вот, ну, правительство наше работало над тем, чтобы люди начали страховать свое имущество. Может даже сделать какую-то программу, постановление, чтобы вот, возмещали некоторую часть страховки, потому что лучше страховать имущество, чем потом выделять огромные средства из резервного фонда. Вот, к сожалению, эта работа у нас пока не ведется. Вот, и здесь нам надо вместе, например, работать. А в какую комиссию вы сейчас входите? Ну, я хожу сейчас в 2 комиссии. Я сам являюсь директором музея имени Ярославского, поэтому вхожу в комиссию по культуре и средствам массовой информации. Вот, недавно мы, например, по работе я ознакомился с работой наших библиотек. Вот, например, Национальная библиотека в следующем году будет имени Пушкина, Пушкинка, как мы называем ее, да? Вот, она сейчас, вы знаете, прошла первый этап ремонта, вот, на второй там должны были выделить средства, тоже, но их не выделили. И вот 3-й и 4-й этажи, они стоят без ремонта, вот, в таком состоянии, как это было еще тогда. Поэтому здесь мы должны выделить средства. Потом ознакомился с работой, значит, библиотеки для слепых. Там тоже есть вопросы по тому, что им не хватает банально помещения своего. Вот, помещение соседнее есть как раз, но там пока будем работать с правительством, чтобы там выделили средства. Вот, библиотека Белинского.
Там вопрос вот банальный вопрос крыши, которая все время протекает, там уже сейчас журчат ручьи, вот, но там вопрос с собственником вот этой крыши, потому что там, ну, есть такие вопросы, которые стоят, надо с ними решать, но мы будем отрабатывать с ними, вот, то есть по линии культуры еще много, конечно, вопросов, вот, и более глобальных, которые касаются и культурных центров, которые строятся, вот, ну и посредством массовой информации здесь мы тоже работаем. Например, в этом году у нас открывается детский телеканал, да, вот, и на средства массовой информации выделяются средства. Всегда люди спрашивают, зачем столько денег выделять, вот, ну, для того, чтобы поддерживать выход периодических изданий на якутском языке, на родном языке. Я считаю, что эти средства необходимо выделять, чтобы вот и заодно развивался и модернизировался наш язык. А второй комитет — это комитет по землепользованию, недропользованию и экологии. Вот, в нем тоже работаю. Вот, планируем выезд тоже по нашим недропользователям. Раньше в Общественной палате мы тоже активно работали по этому вопросу. Это река Амга. Вот эти, когда у нас хотели, значит, сделать, ну, работы по лесу. Вырубку лесов, леса по реке Амга. Есть вопросы к нашим недропользователям. Очень много недропользователей, которые вообще не помогают никак районам, даже не показываются в населенных пунктах. Есть вопросы, то, что у нас техникой не обеспечено наше родное Министерство экологии. Вот, и когда, например, идет какое-то негативное воздействие на окружающую среду, через 3 дня только наши инспектора могут приехать. Вот, у них нет вертолета, например, своего, или там каких-то новых БПЛА, которые могли бы полететь, увидеть, например, потому что на реке за 3 дня вот это пятно, оно может уйти уже на сотни километров. Вот такие вопросы тоже есть, мы их обсуждаем, и по мере возможности принимаем решения. Ну вот в нашей стране состоялось одно из важнейших политических событий. Мы выбрали президента нашей страны, вот где фееричную победу одержал Владимир Владимирович Путин. Вот как вы считаете, за счет чего удалось добиться такой колоссальной поддержки, в том числе и в нашем регионе? Да, действительно, очень такой результат показали. Уверенный результат, да, и по явке, и по количеству процентов за действующего президента. Это говорит о том, что у нас страна очень такая консолидированная, так и должно быть. Сейчас страна переживает очень ответственный момент, когда мы все должны быть едины, консолидированы. У нас есть одна большая цель, это цель победа, чтобы наши дети, наши внуки жили в мире и согласии. Вот сейчас мы должны приложить все усилия для того, чтобы пришла победа. Ради нее надо работать. Мы видим, сколько стран западных ополчились против нас, что они делают. Уже есть и открыто говорят, что 2000 французских войск будут направлены на территорию Украины, чтобы воевать против России. Вот поэтому нам надо консолидироваться, и российский народ, он еще раз показал, что он мудр, и в такие трудные дни всегда мы консолидируемся и добиваемся своего. Безусловно, итоги выборов, они окажут такое воздействие, чтобы мы добились скорейшей победы. Расскажите, как проходили выборы, и, может быть, запомнился какой-то уникальный случай? Меня, если честно, очень порадовало то, что люди приходили семьями, и что еще такой момент я заметила, что очень много было людей в национальных костюмах, и это стало каким-то, может быть, даже новым трендом. Да, действительно, у нас республика уникальная, и у нас, во-первых, есть отдаленные участки, куда на вертолете прилетает вертолет, и люди голосуют. Но вертолет никогда не летает пустой. Я сам в свое время тоже летал, и там, например, продукты могут привезти, да, рейс, почту, да. Нет, не зеленый рейс, просто Аказия что-то отправляет, да, администрация все равно отправляет в дальние, чтобы не так много у нас вертолетов летает, поэтому получается, что это дополнительная радость для наших оленеводов, тех, кто живет вдалеке.
Вот. Ну и, как вы сказали, люди приходят уже в национальной одежде. Вот. Я всегда, когда люди вот на национальный праздник, бывает очень жарко, 28-27 градусов, и они в национальной одежде такой. Я думаю, ой, вот было бы хорошо, когда если бы вот, ну, в такое холодное время, подходящее время, да, и как раз вот выборы, они были в такое подходящее время как раз для национальной вот одежды. Вот. Люди, многие голосовали семьями, вот, кто-то в первый день. Вот. Ну, а я сам, например, голосую всегда в воскресенье. Вот, с утра, с 8 утра прихожу. Но в этот раз я пришел специально в воскресенье в 7 часов вечера, 19 часов, чтобы вот, принести. И люди, ну, чтобы там людей меньше было. Вот, и вот члены комиссии были очень рады, что в 7 часов тоже люди приходят. И для меня это тоже была радость, что вот пришел попозже, проголосовал. Это к тому, что вот говорят, что вот там всех там бюджетников обязали голосовать, вот депутатов всех там в пятницу обязали. Нет, никто никого не обязывал. Я в воскресенье в 19 часов пришел, проголосовал, вот, ну и вот как выполнил свой гражданский долг. Ну вот общественные наблюдатели – это люди, которые, скажем так, по зову сердца следят за тем, как проходят выборы. Вот расскажите, как отбирают общественников, и, может быть, есть какие-то интересные истории, вот именно связанные с наблюдателями общественными, и как проходит голосование, точнее, наблюдение за голосованием онлайн? Да, действительно, у нас в республике есть очень хороший такой опыт работы общественных наблюдателей. Это, прежде всего, Общественная палата, которая уже не в первый раз, это уже с 2018 года, получается, 6 лет уже прошло, как начала готовить общественных наблюдателей на выборы. В этом году у нас работал штаб общественного наблюдения, центр общественного наблюдения на Курашова 24. И там можно было увидеть, кто, где. Вот, ну, камеры были во всех участках, можно было увидеть, как голосуют люди. Ну, конечно, не видно там, кто за кого голосует, это отдельно стоят, да, камеры. Вот, но можно видеть, как идет ход голосования. Вот, это очень удобно. Вот, очень много людей приходило. Вот, проходили там в этом году вот Станислав Семенович, председатель общественной палаты, Альбина Копина, руководитель центра общественного наблюдения, очень много работы сделали. Там было очень интересно. Игры, конкурсы, там песни были, танцы, концерт. Вот, оно проходило в такой хорошей обстановке. Вот. И общественные наблюдатели – это очень важные люди, которые наблюдают за всем. Вот. И здесь надо сказать большое спасибо тем, кто помогал им. Это вот аппарат и уполномоченного по правам человека. Сардан Михангурина сама лично тоже участвовала. Вот. И у нас прошло без эксцессов у нас процесс. К сожалению, в некоторых городах вы видели, что вот по телеграмму людей оболванили, да, и давали задания там некоторым людям, чтобы они там какие-то сделали нехорошие вещи в участках. Вот у нас, к счастью, этого ничего не было. Вот, и выборы прошли хорошо. Ну и нас всегда, наш регион считается одним из тех регионов, где вот никогда таких судебных исков нету по выборам, потому что, ну, все друг друга знаем, кто что делает, все знаем, и наблюдатели у нас очень такие адекватные и опытные, вот, как и члены участковых избирательных комиссий. Ну вот Якутия за последние 5 лет получила от федерального центра колоссальную поддержку. Вот какие направления работы главы и правительства региона с федеральным центром вы бы отметили как наиболее успешные? Да, действительно, можно сказать, что республика у нас в любимчиках, да? Очень много строится у нас на Дальнем Востоке, но это все исходит из того, что в 90-е годы очень было трудно. Вот, мы только... У нас появился только вот миллионный житель, вот, хотя у нас уже миллионный житель в конце 80-х годов уже был. Вот, после этого мы ушли в регресс, и вот сейчас уже начали развиваться. Я бы отметил, конечно, это наши национальные проекты, по которым работаем. Вот, и, как я говорил, люди вот у нас хотят, чтобы проходили
чтобы было благоустройство. Есть у нас программа поддержки местных инициатив, вот, где идут очень много работы. Вот. А из глобального это, конечно, мастер-планы наших городов. Это мастер-план города Якутска. Нерюнгри, да? Да, и мастер-план города Нерюнгри. Вот. И к 30 году, если все у нас получится, я в этом уверен, больше 500 миллиона рублей должно прийти в наш город Якутск. Вот. И у нас будут новые дороги, новые школы, суперкампус. Можно будет зимой пойти в парк и покупаться с детьми в аквапарке. Вот. Пока это мечта. Да, пока это мечта, но я думаю, что она осуществима. Вот. И, ну, и самое главное, конечно, это мост. Мост должен нас связать, чтобы у нас вот не было, как раньше, помните, у нас в один год был луковый кризис, когда лука не было в городе Якутске. Вот. Или его можно было найти за бешеные деньги, а на том берегу он стоил 30 рублей. Вот. Поэтому мост тоже мы все ждем. И сейчас вот огромное внимание уделяется Дальнему Востоку и нашим вот новым регионам. Я думаю, что, ну, вообще, я вот, скажем так, во многих странах побывал, во многих городах. Якутск для меня является таким городом комфортным, где можно вот пешком дойти с работы до дома. Вот, все близко, есть куда пойти, у нас очень много театров, музеев, всегда проходят выставки, очень много спортивных мероприятий проходит. Вот сейчас у нас большие мероприятия идут. Вот. Ну и поэтому я считаю город достаточно комфортным для проживания. Нам бы вот от пыли избавиться, да, и как-то сделать так, чтобы у нас все-таки деревья не умирали, а росли. Вот. Если мы эти два вопроса решим, то это будет очень такой комфортным городом. Максимально комфортно. Да. Ну, еще бы морозы, конечно, наши подубавить. Ну, морозы, да. Ну, морозов стало меньше, вот как, чем самом было деле, раньше. Да. И лето у нас стало больше. Вот. И если раньше у нас были заморозки, то в последние 10 лет у нас заморозков практически нет. То есть теплеет. Даже с этим вопросом справились, можно сказать. Вот вы как раз сказали о том, что у нас родился миллионный житель. Ею стала девочка из города Мирного, которую родители назвали красивым именем Саина. Мы этого миллионного жителя ждали достаточно долго. Вот что, на ваш взгляд, способствует повышению рождаемости? Вот как мне кажется, что меры социальной поддержки, которые наше правительство страны выпускает, они как бы, ну, тоже большую роль сыграли. Согласны? Да, согласен, но здесь есть несколько «но». В демографии у нас не все так радужно, на самом деле, вот, особенно на Дальнем Востоке. Вот, у нас вообще рождение детей, это государство делает очень многое, да? Вот. Но вот эти меры, которые делает государство, они в основном, как у нас говорят демографы, они держат вот тот уровень, который есть. Вот. А чтобы больше у нас рождалось детей, этот вопрос пока не смогла решить ни одна страна, развитая страна. Вот. У нас, если мы посмотрим Китай, это там вообще демографический кризис. Япония, она страшнейший демографический кризис. В европейских странах очень большой тоже кризис происходит. Вот. И на этом фоне только в Африке очень много рождается детей. Вот. Но Африка, вы знаете, она очень на таком уровне, низком экономическом развитом уровне. Вот. Здесь очень важно, чтобы был комфорт, медицина, чтобы у нас хорошая была. Вот сейчас здесь очень много работы проведено. Вот. И вопрос стоит, вот если у нас будет рождаться мало детей рождаться, то автоматически надо повышать пенсионный возраст. Вот. Поэтому, чего бы не хотелось. Чего бы не хотелось, да. Поэтому для того, чтобы вот Россия была действительно суверенной страной, мы должны демографию очень работать дальше, чтобы вот были меры поддержки, чтобы у нас в Якутске, например, сейчас это один из самых быстро развивающихся городов на Дальнем Востоке. Если самый большой город у нас Хабаровск, где живет 417 тысяч человек, потом идет Владивосток, 407 тысяч человек, и потом идет город Якутск, где уже 380 тысяч человек живет. То есть мы
через 6-7 лет обгоним эти города. То есть мы будем самым большим городом, но к 30-му году точно будет это на Дальнем Востоке. Если вот мы сейчас ездим в Хабаровск, Владивосток, как вот на большой город, поехать посмотреть, отдохнуть, да, то больше будут приезжать сюда, потому что у нас есть и национальный колорит, туризм развивается, вот, нам бы еще цены немножко понизить на транспорт, вот, тогда мы станем вот такой столицей. Вот, поэтому, а так у нас по стране с демографией не очень хорошо. Вот мы уже подходим к той черте, когда вот демографически рождается людей меньше, чем в 99-м году. Это был низкий такой показатель. То есть здесь еще работать и работать. Угу. Ну, по основному долгу службы вы являетесь работником культуры. Насколько сегодня, на ваш взгляд, якутяне готовы приобщаться к сохранению культурного наследия? Ну, и ведь порой бытует такое мнение, что это задача музейных работников, например, ученых, но никак не самих людей. Вот как вы считаете, кто все-таки должен за культурное наследие бороться? Не только же ученые и сотрудники музеев? Да, конечно, это, как раньше говорили, дело всенародное, да? Поэтому здесь нам надо всем работать, чтобы вот та уникальная культура, чтобы ее не растерять в этом глобальном мире. Вот, это и сохранение языков родных, это и сохранение культуры родной, ну и это вообще, чтобы вот это сохранить свою родную культурную сферу. Это очень такая серьезная задача, которая стоит. У нас есть есть программы специальные, государственные, которые реализуются. Вот. Но многое зависит от самих родителей. Вот. Но условия для нас все есть. Я думаю, что надо больше уделять внимание детям, чтобы они вот не забывали про свою родную культуру. Сейчас, например, у нас в музее на прошлой неделе открылась выставка «Седех экспонаттар». Это вот экспонаты, именно которые, реликвии, которые сохранили сами люди. Вот, очень интересно, уникальные есть экспонаты. Их можно посмотреть у нас в музее. Вот, ну, мы бы сами не отказались от этих экспонатов, но эти люди пока их нам не передают. Вот, мы просто дали на время, да? Дали на время, да, показать. Очень уникальные есть экспонаты, и они содержат именно вот память, семейную память, являются семейными реликвиями. Вот. И даже если человек переедет отсюда, там, он возьмет эту вещь, то она будет благосклонно работать, скажем так, приносить ту историю для будущих поколений. Вот в начале нашей программы вы сказали о том, что вы как раз вот общались с работниками музеев и библиотек. Хотела вас спросить, вот бытует мнение, что в библиотеках работают в основном пожилые люди. Давайте развенчаем этот миф, насколько это возможно, расскажем о том, какие прекрасные ребята, молодые девушки, ребята работают в библиотеках и вообще чем они занимаются, какие проекты, может быть, интересные хотите отметить? Ну да, вот в музеях, в библиотеках раньше вот работали в основном люди старшего возраста, вот сейчас у нас возраст в основном средний, например, в нашем музее средний возраст 47 лет. Вот, у нас работает 19 из 96 человек, которые работают. У нас 16 молодые люди. Вот. И сейчас вопрос, конечно, есть такой, что вот люди старшего поколения работают, но они являются очень опытными. Вот, и знают, например, где какой экспонат находится, вот, в каком году он пришел. Это вот такие уникальные люди. И действительно, в музейной сфере, например, оттока кадров нет. Вот. Ну, а что касается вот новых программ, это в прошлом, у нас, вы знаете, работает Пушкинская карта. Вот 5000 рублей на каждого школьника у нас с 14 до 22 лет выдается. И по этой карте можно посетить культурные мероприятия. Вот. Сейчас уже будет выдаваться, подготовили первые карты юного якутянина. Региональные, да, совместно с Алмаз-Эргенбанком. Вот. И по этим картам тоже можно будет приходить на культурные мероприятия. Вот. Музеи постепенно становятся местом активностей. Вот. У нас есть и детские программы, квизы проводим активности для людей старшего поколения. Это и вышивание, и готовка блюд даже у нас есть иногда, вот проводим такие мероприятия.
Вот, у нас есть, подготовили мы дубль Шлюп-Якутск. Вот, позапрошлом году сделали ремонт. Вот, он, по идее, стоит готовый к спуску. Вот, ну, просто у нас нет лицензии, скажем так, да, нет капитана, нет матросов, чтобы это спустить на воду. Вот, но мы к этому готовы. Вот, как говорится, бронепоезд наш стоит на запасном пути, и по первой нашей команде мы сможем спустить дубль Шлюп-Якутск на воду реки Лена. Вот, мы об этом мечтаем, вот, но если там будет поддержка, мы это сделаем. Ну, будем надеяться, что это все-таки случится. Да, и под алыми парусами можем пойти до Тикси. Ну вот, а что вы думаете о реализации программы «Земский работник культуры»? Вот как этот проект должен помочь развитию в регионе культуры? Вот этот проект очень нужный проект. Об этом мы говорили давно, вот, и в Союзе музеев, и на культурном форуме. Я еще тогда общался вот, только после назначения Любимовой, министра культуры. Мы с ней общались, и я вопрос говорил, чтобы вот она попросила, чтобы с общественностью тоже помогла, и чтобы мы ставили этот вопрос перед Москвой, что нам нужна вот эта программа «Земский работник культуры». Потому что, у нас это мировая такая практика, что люди из сел переезжают в города, идет процесс урбанизации, от него никуда не деться. Если раньше, например, один крестьянин работал на лошади работал, и надо было там 100 крестьян, то есть сейчас в связи с механизацией один крестьянин, он на комбайне это все сам сделает, да, вместо 100 крестьян. Но все равно мы должны сделать условия для того, чтобы люди жили на селе. Вот. И программа «Земский работник культуры», она, безусловно, даст мощный толчок для того, чтобы молодежь у нас выезжала в села. Но с другой стороны, вот программы «Земский работник образования», «Земский учитель», «Земский доктор». Да, «Земский доктор». Там есть один большой минус. Вот люди работают, я вот несколько раз бывал, заходил к людям, которые работают по этим программам. У них чемоданчик готовый стоит, дома отработало все. Да, только здесь поспать, здесь покушать, холодильничек. Я говорю, а что, где твоя мебель, где это? Говорю, что 5 лет у меня это здесь отработать и купить. Я уже как на вахту, да? Да, в ипотеку за 2% купил уже квартиру и уеду туда. Вот. Здесь нам надо сделать так, чтобы, как раньше, помню, закреплялись, пускали корни. Вот, выходили замуж, женились на местах. Поднимали демографию, да? Поднимали демографию. Вот. Свет им выключать надо тоже. Вот. Поэтому здесь у нас двоякое, то, что вот и цены вот у нас на квартиры, это вообще космические сейчас. Да. Вот. Это невозможно представить. Я вот директор музея сейчас не имею возможности купить. Вот хорошо, я успел еще купить, когда была возможность такая. Да? Сейчас уже нет такой возможности из-за того, что вот работают эти программы. Вот здесь тоже надо как-то думать, чтобы доступность жилья была не только для этих категорий, но и для других категорий, потому что из-за этого очень повысили цены на первичное жилье, на новое жилье. Вот. Возможно, надо переносить эти программы на вторичное жилье. Тогда бы у нас цены немножко пошли вниз. Да, будем надеяться, потому что вопрос жилья – это очень серьезный. Да, который испортил не просто всех москвичей, но и всех нас. Есть такое дело. Вот не так давно в Якутске состоялся очень важный форум, это гражданский форум, ежегодное собрание общественности республики по самым актуальным вопросам, которые волнуют общество. Вот какие самые основные моменты вы бы хотели отметить из гражданского форума? Вот что было важного, интересного, о чем нам нужно знать? Я, к сожалению, не успел, потому что был загружен мероприятиями, побывать на всех площадках. Вот, но мне понравилась площадка креативной индустрии. У нас сейчас активно развивается креативная индустрия, и там уже идет речь о том, чтобы идеи, которые родились в Якутии, реализовывать уже в других регионах, масштабировать их, да, или например, те же наши, например, чароны собирать уже в других регионах и продавать как уже
ну, из Якутии, но собранные на месте, например. Вот. Чтобы не тратить деньги на транспорт. Да, и ну, из-за нашей отдаленности вот именно работа креативных индустрий, она может быть, она должна приносить доход для нашей республики, потому что отсюда вывозить все дорого. Здесь, например, у нас ребята очень есть креативные ребята, которые много идей. Вот, и ну, у нас и специфика такая, что у нас очень долгая зима, вот, делать особо нечего, и надо что-то придумывать, размышлять, и поэтому очень много новых идей приходит нашим согражданам. И вот эта креативность, ее надо использовать. Вот. Сейчас у нас и есть кластер, появился новый, креативный кластер. Вот. Рождается новое кино, такое тоже интересное. Вот. Будет наконец-то у нас свой павильон, кинопавильон, где будут сниматься фильмы. В этом направлении вот работа ведется. И я думаю, что это направление очень интересное, и здесь за ним будущее. Ну, не могу не спросить про специальную военную операцию. Вы часто бываете в зоне проведения? Вот расскажите о какой-нибудь своей вот командировке, крайней, скажем так. С кем удалось встретиться, какие вопросы, может быть, наши ребята ставят? Ну, сейчас вот, да, я работаю и временно исполняю обязанности начальника Единого координационного центра в городе Якутске. Вот сейчас мы видим, очень много у нас добровольцев. Это Якутия с тобой, боевые шелкопряды, тепло рук и другие, которые помогают. И очень много идет помощи нашим ребятам. Вот. Но сейчас я вот хочу сказать, что видите, что страдает мирное население наших приграничных областей. Вот мы очень мощно начинали работу по отправке гуманитарной помощи беженцам. Вот, я думаю, сейчас вот эту работу нам надо возобновить и помогать вот тем людям, которые остались без крова, уже жителям российских сел, которые вот подвергаются вот этим нападениям. Вот. Ну, хочу сказать, что вот недавно наши ребята ездили, студенты выступали, очень хорошо их приняли. Вот. Ну и сейчас вот мы думаем, что вот новые регионы — это вот то место, где вот не каждый поедет, да, там опасно. Но на самом деле сейчас очень большие работы идут по транспортной логистике. Дорогу делают до Мариуполя, там вообще очень хорошая трасса. Вот. Сейчас принято решение строить железнодорожное сообщение от Ростова до Симферополя, высокоскоростное. То есть там мы видим, вот если там ну, не был год, приедешь, там можно не узнать некоторые города. Так все изменилось, да? Да, все изменилось. Дороги, все преображается. Вот, люди тоже, они вот... Ну, везде у них была коррупция. Невозможно было без денег зайти к врачу. Никто никому... Органы власти они не выбирали никогда. Вот, они, то есть они сейчас там, ну, очень... По сравнению вот с Украиной, Россия — это социальное государство, и люди это начали видеть. Вот, уже они, если раньше не знали законов, то они уже законы знают. Ну, а там живут такие очень предприимчивые люди, поэтому они вот сейчас активно включились в работу, и поэтому мы и видим по результату голосования, сколько человек голосовало, сколько отдало голосов за Владимира Путина. Вот, поэтому там контраст очень большой с тем, что было, и с тем, что идет. Вот, поэтому не надо бояться вот, ездить в новые регионы. Вот, особенно это касается ЛНР, ДНР, которые вот, всегда были самостоятельными государствами, стали сейчас частью Российской Федерации. Вот, там идет очень много работы. Вот, и сейчас, кстати, там работают наши ребята в МФЦ, вот, работают наши ребята в правоохранительных органах, органах безопасности. Вот, и врачи наши работают. Ну, то есть якутян вот. Там много? Якутян там порядочное число, да. Вот, я все мечтаю, что все-таки у нас откроется там какое-то представительство в Южном
федеральном округе, которые бы там возникают, конечно, вопросы разные, вот, но которые бы помогали нашим якутянам на месте. Николай Дмитриевич, благодарю вас за интересную и содержательную беседу. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.